Салам алейкум, хурметли милләттәштәр, дуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы в этом видео ответить Ростиславу Мурзагулову на все те его выпады по отношению к защитникам Куштау и обвинения о том, что якобы все протесты, все защитники Куштау это были проплаченные люди. Ну, в принципе, он говорит то же самое, что когда-то говорил и его друг Ради Хабиров. Начнем с того, что в последних числах января этого года, текущего 2025 года, на канале Ростислава Мурзагулова вышел стрим под громким названием, где он говорит о том, что он раскрыл всю правду о событиях на Куштау. И вот он в этом стриме рассказывает и доказывает, как он думает, что все события на Куштау, которые были протестные в защиту горы, были проплаченными, что якобы это все было инспирировано сверху, там чуть ли не с Кремля, что Лилия Чанышева, ей руководили там Волков, которому были отданы приказы о том, чтобы были начаты такие громкие, сильные протесты в защиту этого шихана, этой горы Куштау. Кстати, надо отметить, что это не первые эти слова, обвинения со стороны Ростислава Мурзагулова. Он давно в различных видео, в различных интервью говорит о том, что он говорит ровно то, что он сейчас здесь и говорит, о том, что якобы, вот еще раз говорю, что протесты были проплаченными, что на самом деле никакой ценности эта гора не имеет, что республика потеряла только на самом деле намного больше и так далее, и так далее. Меня больше всего здесь возмущает то, что вот он говорит о том, что якобы все эти были проплачены протесты, что это все было инспирировано, что это было заранее срежиссировано. И я давно хотел дать ответ, как-то все это затягивалось, и вот именно после этого стрима я уже прям написал у себя на канале о том, что я дам ответ, подготовлюсь и дам ответ Ростиславу Мурзагулову и разобью все его доводы и факты, которые он там приводит, о том, что на самом деле протест этот был никакой не инспирированный, никто сверху им не руководил, что это было самое настоящее народное движение в защиту шихана Куштау, вообще в защиту всех шиханов. Начнем с того, что Ростислав Мурзагулов, что тут надо отметить сразу, интересно, что данный стрим прошел на канале, как я сказал, Ростислава Мурзагулова, который так и называется, Ростислав Мурзагулов. И данный канал имеет очень внушительное число подписчиков, 593 тысячи человек. Я знаю, что этот канал раньше у Ростислава Мурзагулова не было. Как он у него появился, я не знаю, в принципе, мне это не интересно. Но факт в том, что там такая внушительная цифра подписчиков, 593 тысячи человек, это вызывает такое уважение, да, скажем так. Но на момент, в принципе, его должны, все его, скажем, видео, которые он выпускает очень часто, должны, в принципе, набирать были бы, достаточно хорошее число просмотров. Как минимум 50 тысяч просмотров точно. То есть, да, если брать хотя бы 10%, что его смотрят. Но на самом деле это не так. Все его видео набирают там, редко какие набирают там 50 или 100 тысяч просмотров. Все его видео в основном набирают там 5 тысяч, там 3 тысячи. И вот данный стрим, который он анонсировал заранее у себя на различных каналах, там в телеграм-канале заявил о том, что вот такого-то числа, во столько-то часов будет стрим о событиях на Куштау, где я вам расскажу настоящую правду. И на момент стрима я заходил, смотрел его всего 89 человек. 89 человек. А на сегодняшний момент, спустя точнее неделю, да, спустя неделю после того, как этот стрим вышел, его на данный момент посмотрело всего 2500 человек. Я думаю, что это, наверное, о чем-то говорит. Итак, он в своем стриме начинает о том, что вот очень пренебрежительно относится вообще к шихану Куштау, называя его холмом. То есть, когда человек хочет что-то о чем-то сказать уничижительно, хочет о чем-то таком неважном, не имеющем какого-либо значения, он старается принизить значение данного объекта. И здесь он
о Шихане Куштау говорит именно так, что это никакая гора, никакая не гора, что это всего лишь холм, и даже приводит какие-то географические термины. Потому что о том, что надо говорить про вот эту ситуацию, которая случилась вокруг того, что называется протестами вокруг горы Куштау или вокруг холма Куштау, если как бы уж использовать нормальные географические термины, то это не гора, это холм, потому что гора – это то, что выше 300 метров. Его можно с натяжкой называть горой, а то, что ниже – это холм. Так вот, если уж действительно углубляться в географические термины, то надо сказать, что холм, если вы наберете в интернете, то это возвышенность до 200 метров. Высота Куштау имеет 357 метров над уровнем моря. То есть явно не холм, явно это гора. Поэтому, как бы ни пытался, ну, конечно, Мурзагулов может назвать по-всякому, и кочкой может назвать его, конечно же, да, потому что, еще раз говорю, он относится очень пренебрежительно, до сих пор пренебрежительно относится к данному Шихану. Почему? Ну, наверное, есть свои причины. Видать, очень многого лишился он тогда, да, после этих событий на Куштау. Итак, он там начинает говорить коротко историю вообще, да, вот что за предприятие БСК «Сода», как оно образовалось, что она производит, какие у него дивиденды, какие доходы. Я тоже об этом все скажу. Я вообще сперва коротко расскажу историю вот этих вот шиханов, протестов, чтобы вы примерно знали, о чем идет речь, что те, кто не знает, чтобы узнали, а те, кто знает, но забыл, чтобы вспомнили. Итак, что такое шиханы? Шиханы – это остатки коралловых рифов. Когда-то на территории, где сейчас расположены шиханы, это вот под Стерлитамаком, возле Ишимбайский район частично входит, Стерлитамакский район. Когда-то было Пермское море 300 миллионов лет назад. И там были рифы, образовались коралловые рифы, потом море ушло, и вот эти коралловые рифы стали горами-одиночками. Таких гор на самом деле практически нету. Там есть где-то в Австралии еще. Других таких подобных больше нету. Это уникальный памятник природы на самом деле. Как бы там Мурзагулов не говорил пренебрежительно, что там ничего уникального нету, но это действительно уникальные памятники природы. Потому что я сам с Ишимбайского района, я жил в населенном пункте в 25 километрах от Шихана Таратау, от Шихана Шахтау, от Шихана Куштау. Вот, и очень часто там был. И вот там просто берешь камень какой-то, да, вот, надо сказать, что все вот эти шиханы, они состоят из известняка такого, да, вот, можно сказать. Ну, эти кораллы, они потом впоследствии превратились в известняк, можно сказать, чистейший известняк, который идет на производство соды, как сырье. Вот, и там вот берешь простой камень, вот так вот переворачиваешь его, допустим, да, и там можно увидеть ракушку, морскую ракушку, которая когда-то там была в этом море, и она вот впечаталась, да, со временем в этот камень осталась. И очень много таких, люди не дадут соврать, там различные ракушки, различные какие-то там растения морские были, звезды какие-то, там в музее даже все это лежит. Очень так интересно, если посмотреть. Так вот, по данным горам, по этим шиханам, по этим рифам, можно проследить, как образовывалась вообще Земля, да, то есть как она жила много-много миллионов лет назад, какая живность была, какие существа населяли данную территорию. И поэтому геологи очень так ревностно относятся к сохранению этих гор. Так вот, 4 шихана было. Все эти 4 шихана у башкир имеют, ну, действительно сакральное значение. У всех у них есть свои названия. Это Шахтау, Куштау, Юряктау и Таратау. 4 шихана. О них сложены легенды, есть какие-то, в рассказах они в исторических есть. Там с ними связаны какие-то исторические масштабные события, культурные события у башкир. Ну, допустим, там башкиры раньше вообще никому не позволяли подниматься. Башкиры рода Юрматы, это мой род, я тоже с рода Юрматы. Вот они, допустим, никому не разрешали подниматься на эти горы чужакам, допустим. И такой этнограф Лепехин, он
И он, по-моему, первый, кто вообще из чужаков поднялся на эту гору с разрешения старейшин рода Юрматы. Ну так вот, о чем я хочу сказать, что действительно эти шиханы имели уникальное значение и имеют до сих пор. Как географически, так биологически, зоологически, там, потому что есть растения, которые внесены в Красную книгу, ходят насекомые, которые точно так же внесены в Красную книгу. Геологическое значение, историческое значение, культурное значение. В 1941 году начали строить завод по производству соды, каустической, потом пищевой соды начали производить. Тогда был тоталитарный режим, который, в принципе, ни у кого не спрашивал, хотите вы эту гору защищать, не хотите вы эту гору защищать, никто у вас спрашивать не будет. Кто был против, все знают, что сразу же просто долго не разговаривали, либо тюрьма, либо расстрел. Репрессии были страшные. Так вот, начали строить этот завод БСК, тогда УАО «Сода», ну содовый завод тогда, да, был. И отдали ему под сырье самый большой шихан, называется Шахтау. И периодически все это время, в течение 20 века, они оттуда брали сырье. Они его рыли, взрывали. Я раз в неделю слышал эти взрывы. Раз в неделю его стабильно взрывали, эту гору. И у нас аж бывало, что тряслись стекла. Да? Что говорить о тех, кто живет рядом. Шахтау располагался возле деревни Ишеево, так, Ишимбайского района. Вот они мне, старожилы, рассказывали, что у них там постоянно пыль была от этих взрывов, там фундаменты трескались у зданий и так далее, и так далее. Ну вот, в течение 20 века эту гору срыли, и уже к нулевым годам нынешнего столетия, нынешнего века, 21 века, практически ничего не осталось от самой большой горы Шахтау. И к тому времени уже ОАО «Сода», оно уже было приватизировано, то есть, да, после развала Советского Союза, они заявили о том, что им нужно отдать в разработку второй шихан под названием Таратау. Это красивейший шихан, вы можете посмотреть вот его, да, на фотографии. Красивейший шихан, который имеет памятник природы, статус такой имеет, памятник природы регионального значения, республиканского значения. У Таратау, у шихана Таратау и у шихана Юректау. Две горы имели. Шахтау такого статуса не имела. Но, несмотря на статус, имеющийся у шихана Таратау, УАО «Сода» заявила о том, что им нужно им отдать в разработку. И вот тогда начались первые протесты. Мурзагулов в своем стриме говорит, что вот неожиданно в 2019 году начались протесты, которых никогда раньше не было. И вот начались протесты такие организованные, сильные, масштабные. В какой-то момент начались яростные протесты против вот этих вот тогдашних владельцев этой соды. Значит, протесты начались прямо вот мощно, то есть не как там несколько человек, да, то есть... На самом деле протесты в защиту шиханов шли с 2005 года. Вот здесь перед вами газета, где известный защитник шиханов, сейчас он умер, это Абдрахман Агай Валидов, его еще называют Таратау Бабай. Вот он говорит о том, что протесты начались еще с 2005 года. Люди не хотели отдавать. Он местный житель, с Урман-Бишкадак, деревня такая, которая стоит под Таратау. Он долгие годы, можно сказать, был одним из лидеров, ярких лидеров, защитников Куштау. Куштау, Шахтау, Таратау, то есть всех вот этих шиханов. Шахтау, Шахтау к тому моменту уже срыли. Вот. И он говорит о том, что с 2005 года начались протесты. Я сам лично начал участвовать в этих протестах с 2011 года. Но уже организация Кукбуре, которая появилась в 2007 году, начала свои протесты намного раньше, еще при Рахимове. Вот, допустим, в 2010 году вы видите на фотографии, уже протесты шли в защиту Таратау. Вот следующая фотография в 2011 году,
я вместе с Кукбуре, с организацией Кукбуре, мы приехали защищать Таратау. То есть говорить о том, что протесты начались только в 2019 году и только возле там, Куштау, но это, конечно же, неправда. Сперва защита шла, защита Таратау. Долгие годы. Пришедший после Муртазы Рахимова Рустем Хамитов, президентом он был, сперва был президентом, потом переименовался в главу Республики Башкортостан. У него была такая двойственная позиция, то он отдавал Таратау под разработку, то не отдавал. В общем, когда не отдавал, в принципе, мы четко говорили, что мы не отдадим. И наша позиция была твердая, она никогда не колебалась. И когда Рустем Хамитов твердо заявил о том, что он не будет отдавать Таратау в разработку, в принципе, здесь наши позиции совпали. Вот. И, как я сказал, Кукбуре очень часто проводил акции в защиту Таратау, и никто их, конечно, не спонсировал, как говорит Ростислав Мурзагулов. И организация Башкорт тоже, которую мы создали в 2014 году, тоже очень часто проводила акции в защиту Таратау. И когда менялась, еще раз говорю, позиции у Рустема Хамитова, то отдам, то не отдам, то даже местные ишимбайские чиновники, местные ишимбайские деятели культуры боялись что-либо говорить в защиту Таратау. Мы приезжали и проводили там акции. И в Ишимбайском районе, на гербе Ишимбайского района стоит Шихан Таратау. Но даже в своих рисунках, там, да, вот они какие-то проводили детские конкурсы, они не разрешали рисовать Шихан Таратау, потому что боялись. Но вот когда позиция у Рустема Хамитова сменилась, то они все начали об этом уже говорить. Хотя мы говорили всегда. И когда Хамитов был за, и когда был против. Мы всегда говорили в защиту и проводили акции, еще раз говорю. И одна из крупнейших акций, которую мы провели в защиту Таратау, это флешмоб в 2018 году. За полгода до прихода Радия Хабирова. Поэтому, еще раз говорю, акции в защиту шиханов шли всегда. И в 2018 году мы вместе с жителями Республики Башкортостан, особенно с жителями Ишимбайского района, города Стерлитамака, очень активно в этом принимал участие упомянутый покойный Абдрахман Агай Валидов. Собирали подписи, и Кукбуре собирала подписи, и организация Башкорт собирала подписи. В общей сложности собрали 50 тысяч подписей, и мы их возили в Москву, в Общественную палату Российской Федерации, в приемную президента Путина, возили 50 тысяч подписей. Тогда это был единственный раз, когда я обратился к Путину о том, чтобы он помог нам защитить эти шиханы. Сегодня скажу о ситуации вокруг Куштау. Куштау будет разрабатываться. Потому что я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. И бесполезно меня ломать, выкручивать, подкупать журналистов, националистов. Ну, после того, как пришел Ради Хабиров и заявил о том, что будет разрабатываться Шихан Куштау, я понял, что в Москве всем плевать вообще на нужды людей. Просто плевать. С тех пор я уже никогда не обращался и критикую всех, кто точно так же обращается там, к Путину, там, к Бастрыкину и так далее. То есть это бесполезно, они не слышат нас, они сделают все так, как им выгодно. Но тогда вот один-единственный раз я обратился, мы ездили в Москву, как сказал, летали, Фаиль Алсынов был, я был, Абдрахман Агай Валидов был, партия Зеленых была, Республики Башкортостан, Руфина Шагапова. Мы все вместе летали. Помню, тогда даже Айрат Дильмухаметов нас раскритиковал. Я считаю, что правильно раскритиковал, потому что, мы попытались, по крайней мере, да, обратить внимание, собирали подписи. Так вот, еще раз говорю, история протестов достаточно очень долгая. Не в 2019 году, как говорит Ростислав Мурзагулов, начались эти протесты. С приходом уже Радия Хабирова, когда он заявил о том, что нет, Таратау он не будет отдавать, потому что Таратау, оказывается, действительно красивая гора, которую не стоит отдавать, но вместо нее вот он нашел альтернативное решение, которое устроит всех, как он считал, и мы отдадим в разработку Шихан Куштау.
который не имел статуса памятника природы, как я уже говорил. Для нас, для защитников всех Шиханов, в принципе, разницы никакой не было. Шихан Куштау, Шихан Торатау или Шихан Юряктау. Разницы нет, они все для нас ценны. Поэтому мы сразу заявили о том, что нет, мы не дадим разрабатывать Шихан Куштау. И вот с того момента начались протесты. Они тогда, когда говорит, когда уже баррикады появились, да, и вагончики появились на горе. Нет, они намного раньше начались. Теперь к протестам я перейду, уже к основным протестам. Теперь что вообще из себя представляет это предприятие БСК «Сода»? Когда-то это было ОАО «Сода», и когда Ростислав Мурзагулов говорит о том, что вот оно приносило огромные доходы в Республику Башкортостан, что это было жирное предприятие вот при прежних собственниках. Все знают, да, что после событий на Куштау, кто не знает, сообщаю, что после событий на Куштау у прежних собственников, там было несколько их олигархов, владельцы там были такие, как Дмитрий Пяткин, Сергей Черников, Альберт Харисов, Виктор Исламов. Вот эти были владельцы. Вот у них отобрали это предприятие, национализировали по решению Путина и потом отдали ОАО «Русский водород», который принадлежит братьям Ротенбергам. И вот здесь Мурзагулов уцепился за то, что вот это все было инспирировано якобы Ротенбергами, которые руководили всеми этими протестами. Так вот, это ОАО «Сода» в результате мутной схемы в 2013 году два предприятия, ОАО «Сода» и ОАО «Каустик», объединились. В результате этого объединения, сразу здесь надо оговориться, что когда до объединения у ОАО «Сода», акционерного предприятия «Сода», основным владельцем этого предприятия была Республика Башкортостан. Оно владело 62% или 63% акций, то есть был основным владельцем. Остальными акциями там владели уже разные люди, частники. И там Каустик каким-то владел. Потом началось слияние. В 2013 году, еще раз говорю, при мутной схеме произошло слияние ОАО «Каустик» и ОАО «Сода». Появилась БСК «Сода», там Башхимия, так называемая компания. И в результате этого слияния какими-то там непонятными способами доля владения акций Республики Башкортостан снизилась с 62% до 38%. То есть он уже тут же перестал быть главным акционером, главным владельцем. Как это произошло, никто не знает. Тогда общественность поднимала шум, было много расследований, писали об этом, но бесполезно там. Так вот, образовалась БСК «Сода», где уже как бы Башкортостан имел всего лишь 38%. Остальными акциями владели вот такие люди, как, еще раз говорю, там Дмитрий Пяткин, Сергей Черников, Альберт Харисов, Виктор Исламов. Еще там нет, это основные держатели акций были. Все эти люди жили за рубежом. Допустим, кто-то из них жил во Франции, кто-то из них жил в Швейцарии. В республике они не жили, хотя выходцы были из республики. Тот же самый, допустим, Альберт Харисов был в прошлом вице-премьером республики даже. Да, допустим, Сергей Черников, он со Стерлитамака родом. Вот они в свое время вот с помощью этой мутной схемы смогли через правительство Республики Башкортостан. Тогда был премьер-министром Илимбетов, который подписал вот это слияние мошенническое. Тогда же работал Аббас Галямов в администрации президента Республики Башкортостан, который тоже топил за БСК «Сода», что им нужно отдать в разработку Торатау и так далее, и так далее. То есть лоббировал их интересы на правительственном уровне. Вот в результате, еще раз говорю, вот этой мошеннической схемы республика лишилась контрольного пакета акций. Осталось у них 38%. Запомним эту цифру. 38%. Когда
Ростислав Мурзагулов говорит о том, что вот БСК «Сода» платили огромные дивиденды в республику и называет там цифры. Ну давайте по цифрам пройдемся, да? В 2016 году акционеры получили 10,45 миллиардов, практически 10,5 миллиардов рублей, разделив между собой 96% чистой прибыли. Выплаты акционерам за 9 месяцев в 2018 году превышают чистую прибыль на 11% и составляют 9,2 миллиарда рублей. Это больше бюджета Стерлитамака в 2 раза. То, что прибыль идет не на развитие производства и новых технологий, а на выплату дивидендов собственникам, говорит о том, что акционеры, кто бы они ни были, не видят перспектив развития у компании. «Соду» называют градообразующим предприятием, что сомнительно, поскольку численность сотрудников «Соды» не превышает 6% от трудоспособного населения Стерлитамака. Но даже если это так, то что с этого имеют жители, кроме нищенской зарплаты, загубленного здоровья и плохой экологической обстановки? То есть вы представляете, предприятие БСК «Сода» заработало за год определенную сумму, чистая прибыль из которых было больше 10 миллиардов рублей, из которых 10,5 миллиардов собственники разделили между собой. То есть, и вот там Мурзагулов, когда говорит, что была очень сильная социальная ответственность, что там БСК «Сода» занималась благотворительностью, платила хорошие деньги в бюджет и так далее. То есть о какой социальной ответственности можно говорить, когда 96% чистой прибыли делится между собственниками, между акционерами. За 9 месяцев 2018 года компания получила 8,3 миллиарда рублей, а выплаты акционерам составили 9,2 миллиарда рублей. Выплаты в 2018 году, то есть это до событий на Куштау, выплаты дивидендов акционерам БСК превысили чистую прибыль на 11%. Я сказал до этого, что в 2016 году они 96% от чистой прибыли разделили между собой и лишь 4% оставили для каких-то нужд предприятий, замена оборудования, какие-то социальные обязательства. 96% разделили между собой. А уже в 2018 году они разделили, то есть они выплатили дивиденды на 11% больше, чем заработала БСК «Сода», чем чистая прибыль была. Выплаты акционерам за 9 месяцев в 2018 году превышают чистую прибыль на 11% и составляют 9,2 миллиарда рублей. Это больше бюджета Стерлитамака в 2 раза. На 11% больше разделили между собой. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что как только вот эти олигархи прибрали к рукам мошенническим способом БСК «Сода», они просто начали тупо выкачивать из нее бабки, не вкладываясь в развитие предприятий. Все знают о том, что выплаты по зарплатам упали в несколько раз работникам «Соды». Мало того, они начали брать кредит, имея такую прибыль, миллиардные прибыли, они специально брали еще кредиты, залезали в кредиты, чтобы, еще раз говорю, выкачивать как можно больше из БСК «Соды». Допустим, в августе 2019 года, тоже до событий на Куштау, до масштабных протестов, БСК «Сода» взяла в кредит в Росбанке 7,5 миллиардов рублей. Через несколько месяцев, уже в сентябре того же 2019 года, они взяли еще 3,5 миллиарда рублей в Юникредитбанке. То есть, еще раз говорю, была максимальная задача у этих олигархов. Это потом писалось очень много в разных газетах, в разных сайтах о том, что просто оттуда тупо выкачивали бабки с этого предприятия. Было расследование Громова, такого общественного деятеля. Он снял фильм про БСК «Сода», о том, что действительно на предприятии БСК «Сода» на самом деле все очень плачевно, все оборудование очень устаревшее, что там очень травмоопасно, что там людям не выплачивают, что очень сильно загрязняется природа. Что было за это Громова, кто не знает, его посадили.
есть информация, которую не хотят опубликовывать, и чтобы она попала в средства массовой информации для обсуждения. Понимаете, Башкирская содовая компания является самой закрытой компанией в Башкирии. Ни одной компании более закрытой не существует. Доведенное до состояния негодности, оборудование завода соды в ближайшее время может привести к экологической катастрофе. Кроме того, сокращение работников достигло всех мыслимых пределов. Если на момент начала управления Башкирской содовой компанией на заводе работало 10,5 тысяч человек, то сейчас эта цифра упала до 4100 человек. И в ближайшее время грядут новые сокращения. Изношенное оборудование, нехватка специалистов, отсутствие рабочей силы – все это – результат управления Башкирской содовой компанией. Хотите получать по праву все блага и богатства нашей богатой республики? Если да, то этот фильм для вас. Он рожден сердцем, болью и надеждой на всех нас. В 2014 году стерлитамакский общественник Денис Громов был задержан и впоследствии получил 7,5 лет срока за то, что он снял фильм под названием «Башкирский разлом», где рассказывал о том, что из предприятия БСК «Сода» действительно выкачиваются деньги, что на самом деле ничто там не ремонтируется, что все оборудование старое, травмоопасное, что людям не платят зарплаты, что это предприятие наносит огромный ущерб природе. За это на него было возбуждено уголовное дело, и за это дали ему 7,5 лет сроку. То есть предприятие, вот еще раз говорю, просто из предприятия выкачивали деньги. Когда Ростислав Мурзагулов говорит о социальных обязательствах, то я напомню, что социальные обязательства действительно у этого предприятия в прошлом были очень большие. И я вот здесь для себя в интернете нашел о социальных обязательствах за 2009 год. Ну, возьмем вот эту цифру, да, наверное, самая актуальная, еще при Муртазе Рахимове это. Что она, какие предприятия, какие социальные объекты, скажем, спонсировала, да, ОАО «Сода» тогда еще. Так вот, тогда у них был детский лагерь «Спутник», который неоднократно признавался тогда лучшим в Республике Башкортостан, дворец культуры «Сода», физкультурно-оздоровительный центр «Садовик», база отдыха «Шихана», горнолыжная база «Куштау», путевки, постоянно выдавались путевки в санатории, было много подшефных детских садов, школ в городе Стерлитамак. Все помнят, наверное, и футбольный клуб «Садовик» тогда еще был тоже, который достаточно сильно гремел, играл даже в первом дивизионе, но впоследствии он просто обанкротился. Ну, его ликвидировали, этот футбольный клуб. В 2007 и 2013 годах по итогам всероссийского конкурса, то есть еще до слияния, до того, как появился вот этот БСК «Сода», когда еще основной пакет акций был у Республики Башкортостан, и когда действительно социальная ответственность это была в приоритете у этого предприятия, и когда она действительно поддерживала город Стерлитамак, и тогда мы помним, кто жил в Республике Башкортостан давно, кто жил в Стерлитамаке или в близлежащих районах города Стерлитамака, тогда знали, что действительно город Стерлитамак был очень красивый, очень благоустроенный, что действительно предприятие «Сода» действительно вкладывалось очень много в развитие различных социальных объектов города Стерлитамака. В 2007 и 2013 годах по итогам всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России» Стерлитамак занимал первое место среди городов до 1 миллиона жителей. В 2006-2012 годах он получал звание «Золотой город России». Я почему это говорю? Потому что я знаю, я в Стерлитамаке, еще раз говорю, я жил в 30 километрах от города Стерлитамак. Я очень часто в нем бывал и видел, что это был действительно красивый тогда город, благоустроенный. Люди получали хорошие зарплаты до слияния, еще раз говорю, до того, когда контрольный пакет акций был у Республики Башкортостан. Потом, после слияния в 2013 году, социальная ответственность очень быстро сошла на нет. И вот даже я начал искать данные о том же самом детском лагере «Спутник». О нем практически уже ничего не упоминается нигде. Очень сложно найти что-либо, что там БСК «Сода»
как-то там поддерживает этот детский лагерь. Нет, практически ничего уже не поддерживает. И когда Ростислав Мурзагулов говорит, что вот он туда ездил, да, и перед ним там якобы бегали, суетились руководство БСК «Сода», он должен был заметить, да, насколько в плачевном состоянии был город Стерлитамак, насколько в плачевном состоянии был мост через реку Агидель. Вот как раз, когда Бельский мост, так называемый, да, через который постоянно ездят фуры БСК «Сода». Через Агидель находилось вот это вот место, откуда добывалось сырье, вот это Шахтау, да, вагонетками оттуда гнались вот это сырье после взрывов. Дороги были максимально убитые. Те деревни, которые находились возле Шахтау, возле Куштау, возле Таратау, там ничего в них не вкладывалось. Вроде бы, если ты добываешь миллиарды рублей, ты должен сделать так, чтобы все жители местные были бы довольны тобой. На самом деле дороги были разбиты, работы не было, зарплаты платились очень маленькие, еще раз говорю, на самом предприятии. Давно уже никакой социальной ответственности уже не велось, город был заброшен, деньги в город не вкладывались. Еще раз говорю, что никакой социальной ответственности уже не было. Поэтому, когда Ростислав Мурзагулов говорит о том, что приносила большие бабки, ну, возможно, какую-то часть дивидендов, естественно, она обязана была платить, потому что все-таки у Республики Башкортостан оставалось 38%. Но здесь самое главное, что надо отметить, что Республика Башкортостан, вот эти 38% своих, она распоряжалась ими через региональный фонд Республика Башкортостан. Через региональный фонд имела вот эти, была хозяином 38%. Что такое региональный фонд? Региональный фонд — это очень, скажем так, закрытая такая структура, да, куда поступают деньги с различных, те же самые дивиденды с различных предприятий. Владельцы, руководители, точнее, этого регионального фонда, владелец это Минэкономимущества, по-моему. В руководстве сидят Хабиров, на сегодняшний момент, Бадранов, до этого сидел Назаров, вот, Абдрахманов. Фонд абсолютно непрозрачный. Оттуда деньги как раз идут вот на все те, скажем так, праздники, на все те гулянки, на все те поездки, которые Хабиров устраивает. Вот они шли оттуда, с регионального фонда. И оттуда же шло, как сам Мурзагулов говорил в своем стриме, в 39-й минуте, да, сказал, что кто спонсировал футбольный клуб Уфа, откуда спонсировал. С того же самого регионального фонда, куда шли дивиденды с предприятий, таких как БСК «Сода» и так далее. Ну, здесь, кстати, лажа насчет того, что ФК Уфа финансировался из Башнефти. Никогда он не финансировался из Башнефти, он как раз финансировался из регионального фонда, где аккумулировались доходы из других предприятий, в том числе, кстати, от Соды тоже. Кстати, по поводу футбольного клуба Уфа. После того, мы помним, что футбольный клуб Уфа появился при Рустеме Хамитове, очень быстро начал набирать обороты, очень быстро заиграл в высшей лиге и занимал достаточно очень серьезные там места. И после прихода Ради Хабирова и после того, как в совет директоров футбольного клуба Уфа вошел Ростислав Мурзагулов, футбольный клуб Уфа очень быстро скатился до первого дивизиона, вылетел со всех мест, начал играть очень плохо, потому что начали продаваться лучшие игроки. Как так получилось, это большой вопрос к Ростиславу Мурзагулову, конечно же. И вот он очень недоволен тем, что произошли протесты на Куштау. Почему? Потому что, как он говорит, что вот огромные деньги обещала БСК «Соды», там около 900 миллионов рублей в год, обещала просто так отдавать в региональный фонд, помимо дивидендов, еще 900 миллионов просто так отдавать в Республику Башкортостан за то, чтобы правительство Республики Башкортостан поддержало БСК «Сода» в их притязаниях на гору Куштау. За это они обещали по 900 миллионов. Вот это основная причина, как я считаю, того, что Ростислав Мурзагулов так не любит тех, кто защищал гору Куштау, придумывает небылицы о том, что все эти протесты были инспирированы и так далее, и так далее. За 2019 год доходы у
БСК «Сода» составляли что-то около 45 миллиардов рублей. Общий доход. Огромные бабки, конечно же, для того, чтобы в дальнейшем... Они не хотели, еще раз говорю, вкладываться никуда. Почему вообще начались протесты? Почему Ростислав Мурзагулов так вот возмущается этими протестами? Дело в том, что когда Ради Хабиров пришел и сказал, что вопрос с сырьем мы решим таким образом, что отдадим Шихан Куштау, а вся общественность выступила против, организация «Башкорт» наша сделала заявление громкое, сказала, что мы не отдадим Шихан, мы будем за него бороться. И помимо нас, националистов, да, выступила огромная, еще раз, общественность Республики Башкортостан. Всякое, лидеры общественного мнения, все выступили против. Никто не мог купить такое огромное количество людей. Ученые начали доказывать, что есть альтернативные источники, что нужно просто поменять оборудование, поставить более современное, а оборудование, которое сегодня, до того момента, сейчас не знаю, в тех 2020-2019 годах, которое стояло на БСК «Сода», это было устаревшее оборудование, которое действовало по методу Сольвия, такой был, да, добыча, переработка соды, обжиг его там в печах. Вот. Очень старый метод, который применялся еще там с прошлого века, его не хотели менять. Хотя ученые говорили, да, что поменяйте оборудование, и вы можете использовать любой известняк. Нам же объясняли руководители БСК «Сода», что мы не можем использовать любой известняк, там, взятый изнутри земли, там, из каких-то месторождений. Нам нужен чистейший известняк, потому что вот якобы забиваются у них печи при обжиге вот этого известняка, если брать некачественный известняк. Им говорили, меняйте оборудование. Они не хотели менять, не хотели вкладываться, они не хотели прокладывать дорогу до каких-то там месторождений. Им предлагались там какое-то там худолазское месторождение, допустим, да, известняка. Они не хотели туда вкладываться, не вкладываться в инфраструктуру, потому что у них под носом стояли шиханы, которые в своем составе состояли на 99-98% из чистейшего известняка, который можно было просто вагонетку подгони, начинай взрывать, загружать в эти вагонеткой сырье и доставлять до завода, который вот там в радиусе 5 километров. Вот они что хотели. Это, не вкладываясь, получать огромные бабки. Еще раз говорю, они получали и так огромные бабки, и вообще не вкладывались в развитие города, в социальную инфраструктуру, социальные обязательства не исполняли и хотели еще начать разрабатывать уникальные шиханы. Вот из-за чего начались протесты. Народ был против. Народ понимал, что их просто дурят, что вот этот БСК «Сода», просто олигархи, которые им управляют, просто тупо выкачивают бабки, хотят еще дополнительно разработать известную красивейшую гору, куда приезжает очень много людей отдыхать, заработать еще бабок и нисколько не вкладываться. Как я сказал, вокруг все лежало в разрухе. Тот самый Бельский мост, про который я говорил, он там, когда я помню, там был, там он постоянно закрывался на ремонты, потому что невозможно было по нему ехать. Очень старый, очень дряхлый. Можно же было в него вложиться, да, потому что твоя техника БСК «Сода» каждый день туда-сюда КАМАЗы ездили. Но нет, они не ремонтировали его. Народ был поэтому против. Народ был против. Начались протесты. Вот основная причина. И самое главное, что, как я сказал, протесты за Шихан Таратау начались еще начиная с 2005 года, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 год. И организация Кукбуре, организация Башкорт. Мы очень часто проводили там акции в защиту. Не только мы, Абдрахман Валидов, была организация там, «Сохраним Шиханы», по-моему, называлась. Они часто проводили различные акции. То есть эта тема постоянно была на слуху. Эта тема постоянно муссировалась в обществе. Постоянно все больше и больше людей узнавало через наши акции о том, что есть проблема шиханов.
И когда говорит, что очень резко началось вот это вот, да, противостояние, нет, народ уже был готов к этому противостоянию. Народ постепенно вникал и понимал, что вот их просто хотят отжарить, что вот это олигархи, которые владеют вот этим БСК Содой, они, еще раз говорю, грабят природу, загрязняют окружающую среду и выкачивают деньги, и все. Еще раз говорю, что они, как я вот здесь приводил цифры, основные свои доходы, чистый доход делили просто между собой. Да, Республике Башкортостан доставалось тот процент, с 38% акций, которые они имели, тот процент доходов им, конечно же, тоже доставался. Но остальные обязательства не исполнялись нисколько. Поэтому и начались протесты. Никто их неожиданно не инспирировал. По поводу флага. Когда Ростислав Мурзагулов говорит, неожиданно появился флаг, 3 километра. Протесты начались прямо вот мощно, то есть не как там несколько человек, да, то есть появилось каких-то. А вот смотрите, у них очень красивый такой флаг. Этот флаг, кстати, по-моему, чуть ли не вошел в книгу рекордов Гиннесса по длине такого флага, вот, регионального, потому что флаг был длиной, если не ошибаюсь, что-то в районе около 3000 метров. То есть это такой очень-очень длинный башкирский флаг. Нет, он не тогда появился. Он появился еще в 2018 году на флешмобе «Защиту Таратала». И это был флаг не 3 километра, а километр длиной. Да, потом он очень много где участвовал в различных акциях по защите, потом уже Куштау. И когда Ростислав Мурзагулов говорит о том, что вот появились там баррикады, появились вагончики, Собчак приехала. В какой-то момент там прям начинается такой прям адский движ, то есть организация становится совсем хорошей, то есть там появляются, смотрите, вот это кадр из фильма Ксении Собчак, там появляются вагончики, появляются много-много всего-всего, там вот для баррикад всякого подвозят, значит, столы прямо вот, да, столы накрыты неплохо, значит, и мы видим, что здесь, значит, вот появляется Ксения Собчак, и появляется много кто еще, но вот смотрите, мы можем посмотреть просто. Такое трогательное начало, да, такое, между прочим, оно будет у всех одинаковое, что у Собчак, что у Шнурова, что у Пивоварова. Ну, посмотрите чуть-чуть. Ну, во-первых, Собчак приехала после событий уже. И вот тут Ростислав Мурзагулов очень часто, скажем, переворачивает и искажает факты в своем видео. Когда говорит, что вот там неожиданно появился Собчак, звезды, да, российские блогеры, звезды появились неожиданно на Куштау. Они же появились не до этих событий, они не освещали эти протесты, наши флешмобы. Они появились после, когда уже протесты 15 и 16 августа 2020 года прогремели на всю Россию. Приехал, да, Собчак, приехал Шнур, Пивоваров и так далее, да, но это было после. И вагончики, и баррикады, которые, все это делалось руками простых людей. Ну, это, конечно, Шнур уже тут сгибает прям конкретно. Горстка активистов-экологов, и там на картинке видно, что это не горстка, а огромная гора активистов-экологов, и такие активисты, которые шеренгами идут, очень хорошо подготовлены. И почему-то думать, что вот если люди стоят в сцепке, то это значит, они заранее подготовленные. Но это же неправда. Все мы смотрим, как протесты проходят по всему миру, как в Москве протесты идут. И люди перенимают опыт. Мы, кстати, очень сильно учились у тех защитников ШИЕСа, да, в Архангельской области был такой знаменитый протест против там свалки мусорной, которую хотела Москва организовать на территории Республики Коми. Мы очень с ними тесно сотрудничали, мы у них перенимали опыт, и у них мы переняли опыт о том, что нужно разбить лагерь на Куштау. Кстати, лагерь также разбивался и на протестах по Кроношпану. Ну, правда, он потом был разогнан там силой и не смогли его удержать. Но у нас не разогнали, не смогли. Поэтому думать, что вот если там люди какие-то начал выдумывать там вот стол, посмотрите, не бедный стол там, да, забит продуктами. И что? Люди каждый день приносили туда еду, пекли пироги. Там действительно была огромная поддержка людей, особенно с Ишимбайского района, особенно с местного Урняка, деревни.
со Стерлитамака. Люди приезжали, привозили продуктами, пакетами везли. Люди пекли пирожки из дома несли тем, кто там находился в лагере. Просто Ростислав Мурзагулов никогда в жизни своей не встречался, что такое народный протест и народная поддержка. Никогда. Он всегда думал, что это можно только специально спланировать, заранее там подготовить, заплатить бабки кому-то, да, и организовать протест. Нет, на самом деле это так не работает. Если поддержки нету у населения, среди населения нету поддержки, ничего не получится. И когда мы организовали свой ЕИН на Куштау в 2019 году, летом, нам пытались помешать, там начали распылять какие-то химикаты в день ЕИНа. Но в любом случае мы провели там ЕИН, и к нам пришли туда местные жители, 4 женщины, которые впоследствии стали очень известными защитницами Куштау. Там Рузина, допустим, там была, да, такая известная всем. Они пришли и попросили нас, тогда они выступили на нашем ЕИНе, сказали, что вот мы видим, мы следим за вами, мы очень обеспокоены судьбой Шихана Куштау, мы здесь живем, вот в близлежащей деревне Урняк, которая расположена у подножия этого Шихана, и мы не хотим, чтобы наш Шихан разрабатывался. Вот мы видим также, что вы, организация Башкорт, тоже твердо отстаиваете защиту Шихану Куштау. И мы просим вас, давайте вместе объединим усилия, давайте вот помогите нам, пожалуйста, защитить эту гору. Директор Башкортостан, я Краснодар, Мундаки Яншин, Хрущевка, вот. Мы очень рады приветствовать вас в этих красивых, на этой красивой земле у подножия горы Куштау. Вы вот приехали, лично увидели, убедились, какая у нас здесь красивая природа. Река белая, которая огибает наш Куштау с 3 сторон. И поэтому у нас здесь такие замечательные леса, зелено. И большое-большое вам огромное спасибо за поддержку, за то, что вы приехали. Потому что кроме Башкорт и кроме наших слабых сил, деревни у нас тут 4, но помощников у нас нет. И мы на вас смотрим с большой надеждой. Потому что верим вашему лидеру, верим вашим активистам, верим в то, что они будут честными, последовательными, защищать права жителей Республики Башкортостан, а значит и наши тоже. Спасибо вам большое за это. Вот, я смотрю, это не женщина, а где ваши мужчины? За нами много народу. Вот я просто к чему говорю. Когда Таратау защищали, там был такой аксакал, его хранителем города Таратау называли Абдрахман Валитов, да? Знаете, он как съездил. Он один из первых, кто как бы начал борьбу, и хотел бы, конечно, чтобы в первую очередь мужчины ваши вели эту борьбу, а вы стояли за их спиной, в первую очередь. Я вот обращаюсь ко всем башкирам, и всех, кто других присутствует национальности здесь есть. Это было, этому свидетельство множество людей, тогда кто там присутствовал. И тогда вот мы начали контактировать с местными жителями, и мы им тогда сказали, что невозможно отстоять гору, ну вообще любой объект природы, если рядом живущие местные жители не принимают в этом участие, если они не заинтересованы в этом. Допустим, когда шла очень долгие годы борьба за Шихан Таратау, который расположен у деревни Урман-Бишкадак, у Карайгановой, Ахмерова и так далее, там местные жители постоянно принимали участие в наших акциях. Мы проводили там различные там тоже ЕИНы, какие-то праздники проводили, флешмобы проводили. И люди местные постоянно к нам приходили, они нас кормили, они нам помогали все, что нужно. Нужно было организовать, соорудить сцену. Никто нам никакие бабки не платил ни за что, никакие откуда-то денег нам не давали. Местные жители приходили с бензопилами, с лопатами, с молотками, с топорами. Быстренько за там несколько часов организовывали простенькую сцену, с которой потом выступали местные ансамбли самодеятельности, певцы различные, молодежь и так далее. Вот как все это работает. И вот я им сказал тогда, вот этим четырем женщинам, что если вы сами
не будете поднимать здесь общественность, не будете разговаривать с местными жителями, чтобы совместно защищать эту гору, мы, приезжая с Уфы, не сможем постоянно вас защищать. Нужна постоянная защита, в первую очередь, местных жителей. И тогда мы скоординировались, уже начали совместно проводить какие-то акции. Потом мы провели собрание, куда пригласили, скажем так, всех лидеров общественного мнения, местных жителей, экологов различных, ученых, всех защитников Куштау, журналистов различных, да, Лилия Чанышева там была на этом собрании, Марс Сафаров ученый был, Исхак Фатхудинов, вот, и местные жители Сурняка. И все мы там познакомились тогда. Это тоже был, это помню, был декабрь 2019 года. Мы уже начали проводить тогда, помню, акции, одиночные пикеты. Потом у нас переняли эстафету, и вот местные жители начали проводить одиночные пикеты вдоль трассы Уфа-Оренбург. Потом начались флешмобы, вот эти вот масштабные, все больше и больше набирающие популярность. Почему они начали набирать популярность? Потому что о нем начали говорить много-много людей. И когда Ростислав Мурзагулов говорит здесь о том, что вот Лилия Чанышева, скажем так, она, скажем, организовала вот тот флешмоб, про который он говорит, там вот это видео, люди их записывают. На самом деле этот флешмоб начали мы, организация Башкорт, и вот здесь на скриншотах я могу показать, что я лично отправлял сообщения в 2019 году людям о том, чтобы они приняли участие, записали видео, короткое видео с хэштегом «Мы за Куштау» и выступили в защиту этого шихана. Я лично рассылал такие обращения в 2019 году. И Лилия Чанышева тоже принимала участие в этом флешмобе. Поэтому, ну мне же никто не платил никаких денег. Если ты, Ростислав Мурзагулов, говоришь о том, что Лилия Чанышева была проплаченная, там ей указания были сверху от Волкова, мне никаких указаний не было. Я это делал чисто от души. Чисто потому, что хотел защитить природу. Мне не нужно было, никто мною не руководил. Мало того, я напомню, что тогда нас обвиняли с центрального телевидения. Там и такой был министр промышленности Мантуров, Козак, которые лоббировали интересы БСК «Сода». Они говорили о том, Соловьев тогда же на одном из форумов промышленных говорил про то, что вот оказывается все защитники Куштау это турецкие, инспирированы турецкими силами, что вот мы последователи там пантюркизма, что мы здесь продвигаем интересы Турции, что мы башкирские националисты вот и работаем в интересах Турции. Вот что было. У нас до сих пор проходят баталии в Башкирии. Вроде бы, да, по соде. Там вообще уникальная ситуация. Значит, у нас кальцинированная сода, главный конкурент в мире при экспорте, это Турция. Что вы думаете? Значит, сегодня, уже исчерпав потенциал по известняку, который используется в технологических процессах для получения кальцинированной соды, значит, никак компания не может согласовать с местной властью, значит, получение нового месторождения, которое расположено абсолютно рядом, там буквально 7 километров, рядом с горно-обогатительным комбинатом. При этом это такие же шиханы, как там в 50-х, 60-х годах прошлого столетия предоставлены были башкирской соде для освоения. Уже ушли под землю, то есть шихан нету, ушли под землю, и чем глубже компания копает, тем больше экологический ущерб наносится окружающей среде, потому что рядом подводное водохранилище, то есть туда попадают, значит, источники заражения. Значит, мы говорим, быстрее дайте новое месторождение шихана. Что вы думаете?
приезжает мусульманский лидер из Турции и говорит, это памятник природы. Его нельзя, святое место, осваивать месторождение здесь нельзя. И начинаем просто анализировать, где засада-то. То есть Турция главный конкурент у нас по кальцинированной соде. Приезжает из Турции мусульманский лидер и говорит, это у вас памятник, и это тоже памятник. Возьмите месторождение 75 километров Онгока, проведите железную дорогу, ну все, привет. Инвестиционный проект можно зачехлять. Почему? Ну, он просто станет экономически неэффективным по сравнению с нашими конкурентами из доброй Турции. Вот и все. Поэтому, когда мы говорим о экологии, нужно очень тонко и четко определять все-таки. Это искусственное создание препонов от наших конкурентов, а я именно об этом говорю, либо это действительно создание там, проблемных моментов для экологии, и тогда их нужно объективно, вот как я сейчас рассказывал там, по Томинскому ГОКу, при там, получении полученных всех экологических экспертиз, мы еще больше обременив, все-таки заставили. Более того, нам нужно перерабатывать собственную медь, собственно, медный концентрат, создавать добавленную стоимость у нас в стране, потому что... Спасибо. Слушал долго и внимательно. Два вопроса коротких. А религиозный лидер объявил Святую Землю где? В Башкирии. А Башкирия – это территория Турции? Но мы же помним все это. Тогда сваливали на нас, что мы были, как бы, скажем так, чуть ли не агентами Турции. Сейчас говорят, что, оказывается, мы были уже агентами там, да, Ротенбергов. Но вот эти вот ярлыки, которые на нас клеили постоянно, башкирские националисты, ваххабиты, что, оказывается, там защищают и так далее, что только нас, как только не очернялось. И тогда Ростислав Мурзагулов как раз руководил Башинформом, через который очень сильно шло очернение защитников Куштау. И мы помним это. А Лилия Чанышева, когда ее называют самой главной защитницей Куштау, я помню, вот несколько видео, интервью смотрел после ее освобождения, где там ей говорят, что вот Лилия Чанышева, ты там была самый главный организатор, что ты там спасла, благодаря твоей защите спасли Куштау. Лилия Чанышева сделала очень много для защиты Куштау, никто не отрицает. Но она не была главной защитницей, и она не сделала самое главное для защиты Куштау, как говорят некоторые. Она сделала, видеообращение делали, которое вот мы видели. Она там участвовала во флешмобах, которые освещала. Она написала петицию в защиту Шихана Куштау, которую подписали там несколько тысяч человек. И она говорит, что вот это вот... Но когда говорят, что вот эта петиция якобы там и спасла Шихан Куштау, но это же неправда. Назовите мне хоть одну петицию в Российской Федерации, а петиций таких пишется огромное количество. По любой проблеме. Там лес где-то рубят, где-то там воздух загрязняется, где-то там памятник хотят снести или еще что-то. Везде пишутся петиции. Change.org, по-моему, да, вот там. И вы хоть раз слышали, чтобы хоть одна петиция, чтобы вот власти, чиновники обратили внимание, взяли в рассмотрение вот этот результат этой петиции, обращения вот этих жителей, и после этого вынесли какое-то решение? Никогда такого не было. Ни разу. Я за свою историю не помню. Если помните, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я лично не помню, чтобы петиция хоть в одном протесте сыграла какую-то там серьезную, значимую роль. Максимум, что она могла сделать, это объединить людей и произвести какой-то эффект или шум. Все. Поэтому говорить о том, что там петиция Лилии Чанышевой спасла Куштау, но это неправда. Это неправда. А, конечно, Лилия Чанышева такой же защитник Куштау, как и все мы. Каждый вносил свою лепту в защиту. Журналисты освещали максимально в независимых СМИ. Кто-то стоял в одиночных пикетах, кто-то участвовал во флешмобах, кто-то там приносил продукты в лагерь.
Допустим, организация Башкорт там тоже проводила, еще раз говорю, много одиночных пикетов, флешмобы, собрания. Мы проводили конкурс детских рисунков там в защиту Куштау. Кто участвовал, тут помнит. ЕИНы проводили. Но мы не говорим, что это мы только спасли. Нет, спасли мы все вместе. Мы все вместе спасли этот Шихан Куштау. Так что вот так вот, друзья. И когда здесь Ростислав Мурзагулов говорит, что вот ему в момент протестов позвонил Тимирбулат Каримов и сказал о том, что вот не надо вмешиваться, там все правильный протест идет, намекая на то, что вот якобы все это было инспирировано с Кремля. Мне прям вот в разгар протеста, да, когда вот все прям там разворачивалось, мне звонит некто Тимирбулат Каримов, который родной зять Игоря Сечина. Это муж жены Сечина, Инги Сечиной, соответственно. Мы тогда общались, потому что я многим был тогда интересен, потому что я обладал неким влиянием в Башкирии. Ну и этот человек мне звонит и говорит, что Ростислав, вот ты активно выступаешь против протестов, которые направлены против действующего руководства, значит, содовой компании. Тебе не надо возражать против этих протестов, потому что за этими протестами стоят правильные люди, что в результате этих протестов предприятие перейдет в правильные руки, а не в руках останется тех, кто вообще не патриоты, не державники и вообще непонятно, какими способами захватили это все производство. А надо, чтобы это все ушло людям, которые понятным способом захватили все это производство. Но я скажу так, что вот Ради Хабиров, он настолько боится Путина, настолько он перед ним дрожит, и мы видим на видео, на фотографии, когда он с ним встречается, он себя ведет там как зайчик, вот так вот сидит там перед ним, глазками хлопает. Боится, он в ужасе перед Путиным. Путин может ему любой щелчок сказать, упал на колени, там, облизал мне ботинки, он сделает это все тут же мгновенно. Ради Хабиров, трус, это трус. И чтобы он пошел против Путина и начал делать то, что он творил там на Куштау, да, избивали по его приказу людей, никогда бы он этого бы не сделал, если бы Путин был бы на стороне защитников Куштау. Путину было бы достаточно позвонить Хабирову и сказать, так, прекращай любые там, не мешай защитникам Куштау, не мешай им, то есть пусть они отстаивают дальше, как бы, и вообще просто отстань от Куштау, и БСК Сода переходит к Ротенбергам. Все, и Хабиров бы тут же исполнил бы все. Потому что мы помним, как он переобулся после того, как Путин вмешался в это событие, да. Естественно, что никто не отрицает, что по результатам всех этих событий БСК сменились собственники у БСК Сода. Никто это не отрицает, что сегодня предприятие перешло к братьям Ротенбергам. Мы все это видим, мы все это читаем. Но это о чем говорит? Это говорит только о том, что данными протестами, которые организовали обычные люди, которые вышли в защиту своей природной среды, просто воспользовались люди сверху. Воспользовались, влезли и сменили собственников. Вот и все. Ничего не было заранее инспирировано, какие-то там протесты заранее, ничего этого не было, конечно же. Люди, еще раз говорю, десятилетиями защищали эти шиханы. И тот же самый Шихан, я напомню, что за Шихан Куштау начались протесты сразу после того, как Хабиров заявил о том, что Шихан будет разрабатываться. Сегодня скажу о ситуации вокруг Куштау. Куштау будет разрабатываться. И бесполезно меня ломать, выкручивать, подкупать журналистов, националистов. Сразу. То есть получается тогда что? Получается, Хабирова поставили для того, чтобы начались эти протесты. То есть получается, сам Хабиров был участником всего вот этого мероприятия, что ли? Ростислав Мурзагулов, получается так, что ты сам тогда, получается, был на стороне Путина, если брать всю эту общую схему, как ты говоришь, инспирированную сверху всех этих протестов. Потому что протесты начались сразу же практически с заявления, когда Ради Хабиров заявил о том, что Куштау будет разрабатываться. Потом он еще раз повторил, мы помним, да, его знаменитые слова: не надо меня ломать. Я сказал, что Шихан Куштау будет разрабатываться, не надо подкупать там националистов, журналистов и так далее. Мы помним все эти знаменитые слова.
Он же сам спровоцировал все эти протесты своими словами. И, конечно, то, что здесь собственники сменились, теперь давайте как бы рассмотрим, что потерял народ, что потеряла республика в результате смены собственника. По результатам смены собственников, да, Путин, вполне, еще раз говорю, воспользовавшись этим моментом, может, не сам Путин, те же самые Ротенберги, которые близки к телу Путина, там нашептали ему на ушко: давай отожмем, там, да, вот как раз народ против, там большие бабки, будет в нашей собственности. Как Путин сказал: действуйте, да, вот примерно вполне возможно так и было. Но по результатам смены собственников у Республики Башкортостан как было 38%, так и осталось 38%. Так что потеряла республика в этом случае? То, что раньше ей владели олигархи, которые жили во Франции и Швейцарии и не вкладывались никак в социальные какие-то, как я сказал, не несли никакой социальной ответственности, а только грабили БСК «Сода», внутри не платили зарплаты практически нормальные, грабили природу, уничтожали всю инфраструктуру. И что сейчас? В принципе, что изменилось-то? Ничего не изменилось, абсолютно то же самое. Как дивиденды с 38% получала Республика Башкортостан, так и получает эти 38%. Если бы нам вернули бы 62% наших, и мы бы стали бы, Республика Башкортостан стала бы главным держателем акций БСК «Сода», тогда еще можно было бы о чем-то говорить, что вот у нас было 62%, в результате потом национализации и после того, как предприятие перешло к Ротенбергам, у Республики Башкортостан осталось 38%, можно было бы говорить, что да, нас надурили. На самом деле нас надурили совершенно еще давным-давно, в 2013 году, когда произошло вот это мошенническое слияние, в результате которого Республика Башкортостан потеряла свой контрольный пакет акций у БСК «Соды». Вот тогда еще нас надурили. И надурили нас вот эти олигархи, которые впоследствии и устроили вот эту всю бойню на Куштау. Теперь по поводу, то есть, так что получается, что Республика Башкортостан ничего не потеряла. Как было у нее 38% до смены собственника, так и осталось сегодня 38%. Это первое. Во-вторых, самое главное здесь то, что мы смогли сохранить Шихан Куштау. И уже никто на сегодняшний момент не говорит о том, что его нужно разрабатывать. Да, вполне возможно, в результате этой войны, которая сейчас идет, легко могут изменить решение в Москве и сказать, что да, Шихан будет снова разрабатываться, и вполне возможно снова начнутся какие-то конфликты. А возможно и не начнутся, потому что уже нет того общества, которое было когда-то тогда еще. Вполне возможно, уже сегодня не выйдет столько народу в защиту Шихана Куштау. Но в любом случае мы на какое-то время смогли сохранить эту гору. И пока на сегодняшний момент она есть и стоит. И когда Ростислав Мурзагулов говорит, что это плохо, нет, это не плохо, это хорошо, что Шихан Куштау остался. И что ему дали статус памятника природы, что он вошел в список защиты ЮНЕСКО. И Шихан Куштау, и Шихан Таратау, и Шихан Юрактау, все три Шихана. В результате вот этих масштабных протестов. И это хорошо. А то, что сменился собственник, ну и что, сменился. Никто не говорит о том, что там хорошо это или плохо. Это то, что от нас не зависит, от простых людей. А мы, простые люди, выходили, еще раз говорю, просто за защиту. А почему Ростислав Мурзагулов так переживает, и почему он так активно отстаивает разработку? Потому что, еще раз говорю, он лишился тех денег, которые обещал БСК «Сода», помимо дивидендов с 38% акций, еще плюс дополнительно 800-900 миллионов рублей просто так отдавать в региональный фонд, которые пошли бы там на увеселительные какие-то там прогулки, мероприятия, поездки, там, на футбольный клуб и так далее, и так далее. Вот чего лишился Ростислав Мурзагулов. Тогда он был в руководстве республики и очень хотел этих денег, и поэтому очень сильно переживал. И когда он говорит о том, что я вот в то время уже, и приводит там статью, где он говорит о том, что вот я уже в то время говорил, что это предприятие перейдет в другие руки, в руки олигархов, там, в Путину перейдет, да, якобы он имел в виду его. На самом деле это говорил он уже через год, а не в то время. Вот я нашел эту статью,
Это бизнес онлайн сайт. Пожалуйста, посмотрите вот дату. Это произошло уже через год, а не во время тех событий. Во время тех событий Ростислав Мурзагулов молчал. Молчал, потому что боялся последствий. Тогда события на Шихане Куштау гремели по всей России. Так что вот так вот события, вот эти, которые происходили там, вот реальные, как все на самом деле было, кто владельцы и потеряла ли от этого республика наша что-либо. Вот мы здесь разобрали эти моменты. Поэтому еще раз говорю, что защитники Куштау — это обычные люди, которые никем не были проплачены, действовали они просто от своей души, и деньги там собирались, никто нам не платил. Все вот эти столы, которые там были, палатки, которые там были, домики, которые там были, продукты питания, которые были, все это люди собирали деньги. Были открыты счеты, собирались на эти счеты деньги, сотни тысяч рублей. На эти деньги приобреталось оборудование, даже вот, были генераторы, с помощью которых там электричество у нас было, бензин покупался, продукты питания покупались и так далее, и так далее. Там плащ-палатки, плащи водонепроницаемые, чтобы ходить там во время дождя. Все вот это покупалось, никто нам не платил ничего, абсолютно. Все это было на народные деньги, и это может доказать любой житель там возле Куштау, который живет в Урнике, допустим, в том же самом Бельском поселке, кто участвовал. Они свидетели всех этих событий, и все они знают, что Ростислав Мурзагулов здесь, конечно же, врет, когда говорит, что все это было проплачено. Ничего это не было проплачено, люди выходили от чистого сердца. И когда он называет ученых, что это какие-то там дешевые ученые, которые на самом деле ничего из себя не представляют, но давайте посмотрим, насколько они дешевые. Да? Допустим, Михаил Кривошеев, к сожалению, буквально недавно он умер, кандидат биологических наук, доцент, заведующий зоологического музея Башкирского государственного университета. Но явно не какой-то там обычный преподаватель. Это, еще раз, кандидат биологических наук. Активно выступал в защиту Шихана Куштау и говорил, что нельзя его разрабатывать. Потом Марс Сафаров, доктор химических наук, профессор. Мы помним его, мы помним, как он очень часто выступал на «Эхо Москвы», в различных СМИ, давал интервью, где очень четко объяснял, почему нельзя разрабатывать Куштау, какие экологические последствия могут быть потом, случиться, могут произойти потом. Как он четко доказывал, что можно вместо сырья, вместо использования вот этих шиханов, можно просто обычный известняк использовать, который лежит в земле. Нужно лишь менять оборудование. Все это есть, все это интервью сохранилось. Можно множество найти. Допустим, Исхак Фархудинов, да, кандидат геолога минеральных наук, доцент, тоже известный защитник Куштау. Ученых было много, которые защищали тогда Куштау и доказывали. И еще раз говорю, мы разбивали любые доводы, когда у нас происходили там дебаты, да, с этих, когда приезжали с БСК СОДА, их актив, и пытался там с нами дискуссировать. И мы разбивали их доводы только так, объясняли, что нельзя разрабатывать, и что есть альтернатива, нужно использовать альтернативные источники и так далее, и так далее. Поэтому, еще раз говорю, здесь очень много людей задействовано было в защите Шихана Куштау, и огромное количество населения, и со всей республики съехались 15 и 16 августа, когда началась горячая фаза противостояния защиты Куштау. Но здесь, что я бы хотел бы отметить и по стриму Ростислава Мурзагулова. Когда Ростислав Мурзагулов в конце начал отвечать на какие-то вопросы, там, да, не столь значащие, я даже там Бажин написал о том, что да, я подтверждаю, что данные протесты были политически мотивированными и так далее, с 2016 года и ведут. Я уже доказал здесь, что данные протесты идут очень давно, не с 2016, а с 2005 года. И удивительно, что Бажин об этом говорит, хотя он сам лично освещал эти протесты во многом. Но, подходя к концу,
я хочу сказать вот что. Здесь самое главное, что на главные вопросы Ростислав Мурзагулов так и не ответил. И когда он говорит, что он вернется в Республику Башкортостан, на самом деле я сомневаюсь, что он вернется, потому что его население до сих пор не простило. Почему? Потому что он один из тех, кто принимал решения, когда начались противостояния на Куштау, один из тех, кто принимал решения, когда били народ. И вот здесь, если Ростислав Мурзагулов действительно хочет, чтобы его народ простил, если он действительно хочет, чтобы он вернулся в Республику Башкортостан и его там приняли, он должен ответить на главные вопросы. Самые главные вопросы. Нам не важно, кому достались эти акции, кто сейчас стал владельцем БСК «Сода». Потом, впоследствии, когда Республика Башкортостан станет независимым государством, мы все это заберем обратно. Все это перейдет обратно в собственность Республики Башкортостан. Все, что у нас было похищено мошенническими путями. И в этом никаких сомнений нету. Нас волнует абсолютно другое. Ростислав Мурзагулов, раз уж ты сейчас являешься оппонентом Хабирову, враг Путина, там, постоянно критикуешь этот режим, выступаешь за его смещение и так далее. Расскажи нам всем, кто принимал решения, кто отдавал приказы избивать людей на Куштау. Кто отдавал? Кем это принимались эти решения? И когда ты говоришь, что там против защитников Куштау были только один чоповцы. Начинается, значит, хроника уже Мочилова с вот этими людьми в форме. Это, как правило, чоповцы, которые работали на предприятии «Сода» как раз. И да, очень похожее начало. То есть, тем самым ты сам себя выдаешь, потому что мы все прекрасно знаем, что не чоповцы там только были. Да, там были чоповцы, конечно же, но помимо них там был и ОМОН, на множество фотографий, на множество видео запечатлен он, и ОМОН, и Росгвардия, которые избивали дубинками людей, арестовывали. Чоповцы не могут арестовать людей, а в событиях на Куштау, в первый день масштабных протестов, 15 августа, было задержано около 70 человек, было арестовано, и потом им дали административные аресты. А всего было задержано больше 100 человек. Чоповцы не имеют права задерживать вот так вот людей. Их задерживала Росгвардия, их задерживал ОМОН, бил людей. Кто давал разрешение на разрушение лагеря и избиение женщин и детей Абдрахманову? Кто дал ему эти указания? Кто отдал ему этот приказ? Тогда, напомню, он был глава Ишимбайского района. Кто мог ему отдать эти приказы? Явно не олигархи, не собственники БСК «Соды», потому что они над ним никакой власти не имеют. Так кто отдавал? Ради Хабиров отдавал? Ты был среди тех людей, кто отдавал эти приказы? Кто отдавал приказы тетушкам, которые участвовали против и избивали простых людей? И в ночь с 9 на 10 августа 2020 года приехало 300 тетушек ночью. Они должны были тогда снести лагерь, и должна была заехать техника, которая к тому моменту собралась возле въезда в лагерь. Мы помним, все это видео есть множество, да? И этих тетушек привезли на автобусах Башавтотранс. Кто предоставил автобусы этим тетушкам? Тетушки, спортсмены вот эти. Кто предоставил им? Кто платил им деньги? А мы знаем, что они потом сами говорили, что им обещано было там от 3 до 5 тысяч рублей каждому за участие вот в этих ночных событиях. Кто отдавал приказы? Кто собирал спортсменов 15 августа, которые потом разрушали лагерь вместе с Абдрахмановым, которые потом избивали защитников Куштау? И мы помним последние кадры, когда уже защитники Куштау были оттеснены на вершину горы Шахтау и друг против друга стояли. Вот они, с одной стороны тетушки, здесь флаги у них Российской Федерации были, в масках все были. Это не были чоповцы, это не были ОМОН и это не была Росгвардия, это уже были нанятые спортсмены. А против них стоял ряд защитников Куштау, простых ребят. Кто платил людям? Они же не сами, не по зову сердца поехали вдруг отдавать Шихан Куштау для БСК «Соды». Явно нет. Кто-то им отдавал приказы, кто-то им платил деньги за это. Так кто все это, кто был организатором всех этих событий? Кто отдавал приказы? Вот самое главное для нас интересно, Ростислав Мурзагулов. Вот ответь на эти вопросы. Кто спонсировал, кто отдавал приказы, кто разрабатывал все эти операции,
кто приглашал туда караван-сарай, чтобы они пели там, да, Любезники, Любезар, Айхабиров молодец. Кто был организатором всего этого? Вот, ответь, пожалуйста, на эти вопросы. А то, что ты там в стриме отвечал, это для нас не интересно. На этом все. Надеюсь, что это был полный разбор того, что на самом деле произошло на Куштау, и что на самом деле никем, конечно же, не было инспирированы эти протесты, что эти протесты шли от народа, и разные свои общества, и мусульмане, и христиане, и люди разных национальностей, разные организации, разные свои общества. Все участвовали в защите Куштау. Никто, конечно же, не был проплачен там. А то, что потом впоследствии воспользовались этим протестом и отобрали у этих олигархов, владельцев БСК «Сода» и передали другим, близким к Путину, это уже, как я еще раз говорю, воспользовались ситуацией. Никто ни на кого не работал. Поэтому, Ростислав Мурзагулов, все, что ты здесь говорил, все, что ты здесь кого-то обвинял, все это ложь, сплошная ложь. Все это ты просто хочешь оправдать себя. Если ты хочешь, еще раз говорю, завоевать доверие, расскажи нам, кто отдавал приказы избивать людей. Чтобы мы в будущем знали, кого привлекать к ответственности. На этом все. Хау болот, хурматлы милләттәшләр, осрашырга тиклем.